Добрый день, уважаемые телезрители. Меня зовут Наталья Нейковчина. Я приветствую вас из центральной студии канала «Регионал». Сегодня мы поговорим о важности культурного развития человека и о центрах культурно-массовой и просветительской работы, о домах культуры. Человек без культуры – духовный скелет. Однако, чтобы сохранять и развивать культуру, необходимо приложить к этому усилия. Общество будет развиваться только на основе прочного культурного и нравственного фундамента. Именно поэтому необходимо приводить в порядок существующие и строить новые дома культуры, центры детского творчества и подобные учреждения. В каком состоянии дома культуры нашей республики, постараемся выяснить сегодня. У нас в гостях Клавдия Шершун, главный консультант Министерства культуры. Здравствуйте, рады приветствовать вас у нас в гостях. И Вячеслав Рябчинский, руководитель Центра политики в области культуры. Добрый день, спасибо, что пришли к нам в гости. Наши передачи ведутся в формате телемоста. Беседовать сегодня с нами будет студия АТВ города Камрата и моя коллега Ольга Третьяк. Ольга, здравствуйте, представьте, пожалуйста, своих гостей. Возрождение культуры на селе остается важной темой, которой вы к ней не обращались. В результате отсутствия необходимой государственной поддержки культуры выросло поколение, не посещающее концерты, спектакли, не приученное к систематическому чтению и художественному творчеству. В этом контексте сельские учреждения культуры являются центром жизни села, где проходят все торжественные и праздничные мероприятия. Насколько дома культуры и автономии справляются сегодня с этой миссией, обсудить эту проблему к нам в студию сегодня пришли наши гости. Итак, у нас сегодня в гостях Валентина Федоровна Пио, главный специалист Главного управления культуры и туризма Гагаузии. Здравствуйте, Валентина Федоровна, спасибо, что пришли к нам. Сергей Сапунжи, примар села Кирсово, и Петр Дрангос, директор Дома культуры села Дизгенжа. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Наталья, мы готовы к диалогу, передаем вам слово. Госпожа Шершун, расскажите нам, пожалуйста, в каком состоянии в республике находятся сегодня дома культуры? Из 1232 дома культуры по республике 61 находится в аварийном состоянии, к сожалению. Но эта цифра меньше, чем процент была. Или нет, дома? 61 дом культуры, да. То есть здание Дома культуры находится в аварийном состоянии. Можно сказать, что их больше, но считаются аварийными те, которые уже прошли техническую инвентаризацию здания, то есть имеют документы. Также 12 домов культуры были приватизированы, из них. То есть они в частные руки отданы? Да, в частные руки много лет назад. И 10 домов культуры сданы в аренду полностью. То есть еще минус 22 дома культуры, остальные находятся половина почти что в хорошем... Они все функционируют? Да, функционируют. Конечно, требуют капитального ремонта, 460 из них. Там, в течение зимы, то есть холодного времени года, 360 только обогреваются. И из этого можем понять, что эти месяцы, когда холодные периоды, в этих домах культуры невозможно именно... Если устраивать концерты, еще можно, потому что локально обогревается сцена, и этот зал временно, допустим, на 2 дня, и в течение этого мероприятия культурного, то есть этот зал более-менее приемлемый функционирует. А так репетиции, допустим, вынуждены проводить коллективы в примариях, в школах, или даже бывает какие-нибудь частники, у кого есть общественное здание, и если оно обогревается, то есть можно сказать, что это хороший партнериат, да, партнерство между разными обществами, между учреждениями государственными. Как раз по данным 2010 года в Молдове существовало 1228 домов культуры. Да. 50% из них требовали капитального ремонта. За 4 года какие изменения произошли? Где-то на 150 домов еще были отремонтированы. Конечно, эта цифра не такая желаемая. Мы бы хотели большего. Но понятно, что эти дома культуры очень большие по метражу, по кубатуре. И там требуются миллионы. И таких денег, конечно, как бы мы ни хотели
отремонтировать эти дома культуры, это невозможно, потому что нужно из этого уже... А как отбирается дом культуры, который следует отремонтировать? Во-первых, они все находятся у административной власти, местный уровень власти, поэтому уже зависит от них, как они запрограммировали именно примарии и районные консилиумы. То есть ответственность на том, в каком состоянии находится дом культуры, лежит на местной власти, не на государственном уровне? Да, деньги у них, то есть деньги планируются у местной власти. Конечно, государство сейчас вот была утверждена национальная стратегия культуры 2020 в январе этого года. И один из приоритетов это выбор совместно с местной властью и, допустим, Министерство культуры, центральной власти, выбор этих домов приоритетных, список которого мы будем выдвигать правительству, чтобы запланировали именно для этих домов культуры, потому что там мы берем во внимание, какое население, чтобы села были большие, чтобы дома культуры, допустим, можно было, допустим, им расширить их диверсификацией акционе лилор, расширить спектр предоставляемых услуг. Да. Чтобы, допустим, превратить их в центрах социокультурали, потому что для маленького села, допустим, дом культуры, который имеет больше 2000 квадратных метров, это просто именно нашим ансамблям и коллективам художественной самодеятельности столько метража не требуется. Нам нужно, допустим, немножко меньше и в хорошем состоянии. В таком случае это просто, я считаю, что это считается, я бы так считала, что это как бы выкинуть эти деньги чисто только для культурных мероприятий и отчасти активитетском действий. Да, то есть до 2020 года, вот в СМИ тоже поднималась эта информация, количество домов культуры по республике будет отремонтировано, общее количество, или все же не все? Но мы так хотим где-то хотя бы 3%, 3-6% каждый год, потому что сами понимаете, что только для одного дома культуры требуется минимум 5 миллионов. И если у нас больше 650 где-то требует этого ремонта, это очень огромная сумма, поэтому мы призываем и экономических агентов, допустим, тоже, чтобы они включились в партнериат или публичи-привати. Частно-государственные предприниматели. Потому что только государство, это большая сумма, даже для государства, чтобы эти дома культуры за эти 6 лет, сколько осталось, это много. Спасибо, господин Рябчинский. Какова роль домов культуры в Молдове в культурной политике на местном, региональном и национальном уровне? Я бы сказал так, что в принципе мы, когда говорим о домах культуры, обычно подразумевается вот здание, есть помещение, и так мы привыкли говорить. Я же хотел бы, чтобы мы, когда начинаем говорить о домах культуры, не останавливались только на этом аспекте, на то, что предоставляет это здание, да, что дом культуры – это здание. Мне кажется, первоочередное, что когда мы даем определение дома культуры, это то, что происходит, какие функции, какие услуги предоставляет. Культурная жизнь, события, мероприятия. Да, до сих пор мы говорили про культурную жизнь, но если мы уже начинаем смотреть в будущее, мне кажется, вот дома культуры в той форме, в которой они работали до сих пор, они отжили свое. Дома культуры требуют изменения в своей деятельности, причем вот это изменение, оно не связано с какими-то законодательными изменениями, потому что тот же регламент по работе домов культуры, он предусматривает довольно широкую автономию в том, что касается работы домов культуры.
И так как эти дома культуры находятся на балансе местных властей, то есть там должно все происходить. И ждать, что вот государство должно вмешаться, мне кажется, это неправильно. То, что нужно менять работу домов культуры, показало даже вот опыт последних лет. Мы знаем, что с помощью Фонда социальных инвестиций с 2006 по 2009 год, пока действовала вот эта программа, были отремонтированы 38 домов культуры. К сожалению, да, были потрачены где-то 150 миллионов лей. Эти 38 домов культуры отремонтировали, они стали по-современному. Но насколько изменилась работа в этих домах культуры? Потому с чем связаны эти изменения? С чем связаны? Изменения в том, какие услуги должен предоставлять Дом культуры. Донна Клаудия уже говорила, что когда мы говорим Дом культуры, обычно что предусматривается? Это художественная деятельность, это защита или сохранность традиций, патримонию, наследия, культурного наследия. Мне кажется, вот дома культуры, какие они сейчас есть, они должны расширить свой спектр услуг. Вот я начал говорить о том, что вот эти 38 домов культуры, они были отремонтированы, но в результате мы не получили того эффекта, который должен был отдать. То потому есть что они не расширился? Не расширился, они стали работать по тем же схемам, в тех же условиях, как работали раньше. Какие услуги они еще должны предоставлять для того, чтобы вот дойти до уровня? Центр культурных политик провел в 2010 году исследование по домам культуры и вышел с предложением как проект-пилот о том, чтобы организовать реформирование домов культуры, реформирование услуги. Мы в этой идее исходили из того, что Дом культуры сегодня имеет те возможности, которые не имеют другие организации, для того, чтобы организовать предоставление услуг, те, которые нуждается само население. Эти услуги могут быть из разных областей. Только я хочу предупредить, потому что я слышал и такие, что уже начали строить там и ремонт обуви. Это не коммерческие какие-то предприятия? Нет, не то, что коммерческое, это социальное обслуживание. Мы говорим про культурно-образовательный культурно-образовательную функцию этих домов культуры. У нас произошли в селах большие изменения. Вот эти дома культуры, которые были построены, эти здания, да, они были построены в советское время, были рассчитаны на определенное количество жителей и на определенное количество денег, которые имели колхозы, потому что они находились на балансах колхозов. Когда произошла децентрализация, дома культуры были переданы местным властям без того, чтобы учитывать, имеет эта местная власть возможность содержать их или нет. В результате получилось, что большие дома культуры, Донна Клаудия говорила, что есть такие 2000 квадратных метров на Примарию, которые имеют 2000 человек. И меньше даже. И меньше даже. И содержать такие большие дома культуры местная администрация не имеет возможности. Тем более, если сохранить те же принципы работы, которые были раньше. А то, что мы предложили, это то, чтобы исходить из проблем, которые имеются в селе. Если в селе... поскольку у нас партнерами будут Гагаузия, то в этом проекте участвовало село Гайдар Чедерлунгского района. Значит, они вспомнили, что в селе когда-то была традиция ковроткачества. И на основании этого они начали развивать свой дом культуры. В каком смысле? Потому что они открыли секцию по ковроткачеству, именно гагаузские узоры, именно гагаузские ковры. Дальше, поскольку была вот эта секция, дальше открылся музей села, который показывает всю историю села и включает то, что как появились ковры в селе.
Дальше школа подтянулась к работе с Домом культуры, потому что ученики уроки труда начали проводить именно в Доме культуры. В результате появился интерес сообщества, вот, граждан этого населенного пункта к тому, что происходит в этом помещении, в Доме культуры. Если появился интерес граждан к Дому культуры, нашлись деньги для того, чтобы его отремонтировать. В конечном итоге появился культурно-просветительский центр. Да, он называется по-прежнему Дом культуры, но по своим функциям это уже не обычный Дом культуры. Да, там есть и школа, там есть и кружки, занимаются танцами, пением, но рядом с этим появилось и образование, появилась история, появилась экономическая деятельность, потому что они, вот эти ковры, которые делаются, они продают их, поэтому появились какие-то деньги. То есть вот сфера расширилась? Сфера расширилась, потому что само сообщество, само село почувствовало, что вот оно нуждается в этом учреждении. А учреждение предоставило им то, что вот они ожидали. Поскольку я был в Гайдарах, и первый год, в 2010-м, мне говорили, что очень большое количество безработных людей. Сейчас, да, еще далеко до нормального, для того, чтобы решить все социальные проблемы села, но уже несколько людей включились в работу. Они нашли себе работу, и они имеют возможность зарабатывать себе на жизнь. Вот идея, которую мы продвигаем, что каждый дом культуры должен исходить именно из потребностей местного населения. Спасибо. У нас сейчас есть возможность узнать, в каком состоянии находятся дома культуры в Гагаузии. Ольга, передаем вам слово. Спасибо, Наталья. Разобраться в вопросе, как поддержать сельские учреждения культуры, которые волнуют не только общественность, но и представителей власти, можно только увидеть ситуацию на местах. Поэтому мы просим включить сюжет, подготовленный нашей съемочной группой. Экономические трудности, которые испытывает Гагаузия, отразились и на социокультурной сфере. Как результат, дома культуры чаще всего стоят заброшенными и постепенно разрушаются. Сколько домов культуры сегодня находятся в аварийном состоянии и являются непригодными для дальнейшего функционирования? Как сегодня обстоят дела с развитием культуры в сельской местности? В Гагаузии функционирует 27 клубных учреждений. В 2013 году в домах культуры был произведен текущий ремонт. Это в таких, как в Дом культуры города Вулканешты, села Казаклия, Ферапонтьевка, Карбалея, Баурчи, Киретлунга, Кангас Светлый на сумму 685 тысяч. На 2014 год в план по капитальному ремонту включены такие дома культуры, как Дом культуры города Вулканешты, села Дизгинжа, Дома творчества города Чедерлунга и Дом культуры города Чедерлунга. ДК – это подведомственное учреждение при мэрии. Сейчас нам гораздо легче работать в плане мероприятий, потому что у нас есть какое-то стабильное финансирование. Если мы раньше ходили с протянутой рукой по спонсорам, которые нас уже к концу года обходили стороной, потому что мы хотели провести, они не могли нам отказать. Вот теперь в этом отношении нам гораздо легче. Поэтому сейчас нам обещают грандиозный ремонт, перестройку. Мы все молимся, держим кулачки и думаем, что все это получится. И даст Бог, Новый год мы встретим в достойном Доме культуры. Но далеко не во всех домах культуры такая благоприятная картина. В аварийном состоянии находятся дома культуры в селах Дизгинжа, Кирсово, Джалтай и Чокмайдан. Разрушены дома культуры в селах Русская Киселия и Кангащик. Один из животрепещущих примеров – это разрушающееся здание Дома культуры в селе Кирсово. Если его не спасти сегодня, то завтра спасать уже будет нечего. Мы обращаемся в региональные власти за помощью для того, чтобы храм культуры нашего села привести в состояние, потому что он не функционирует более 10 лет, имея такое богатое культурное наследие, мы сегодня не можем его дальше развивать. Остается надеяться, что реставрирование и ремонт очагов культуры претворится в жизнь, ведь без них село обречено на вымирание.
Валентина Федоровна, мы сегодня пригласили начальника управления культуры и туризма. К сожалению, он не смог присутствовать, поэтому мы обратимся к вам с теми вопросами, которые приготовили для него. Вот в нашем сюжете было заявлено, что у нас функционирует 27 домов культуры. Сегодня у нас в регионе во всех ли населенных пунктах есть дом культуры? Значит, хочу сказать, что во всех населенных пунктах у нас есть дома культуры. В Вулканештах, почему 27? Потому что у нас в Вулканештах в городе дом культуры и на станции Вулканешта тоже имеется клуб. И на сегодняшний день они все функционируют. Хоть и будем говорить, что важная проблема и очень проблема именно материально-технической базы этих домов культуры. Вот. Так у нас 19 домов культуры требуют капитального ремонта, 4 дома культуры у нас аварийных. Вот. Также у нас в осенне-зимний период отапливаются полностью 6 домов культуры и 8 домов культуры частично. Это, получается, половина, чуть больше половины домов культуры. Вот. Но надо сказать, что вот в 2013 году, мы уж как говорили, текущий ремонт произведен, но это мизер, конечно, это 685 тысяч, это текущие ремонты. Что вот. предусматривает этот текущий ремонт? Какие это где-то покраска, где-то побелка, в общем, самый косметический ремонт, да, и не более. Вот. И вы знаете, хочу сказать даже... мы видим, что это очень мало сегодня средств выделяется даже на текущий ремонт. Это мизер. И, к сожалению, у нас есть такие примеры, что даже вот эти вот финансы, что выделяются, они направляют куда-то на другие цели. Ну да, у нас было такое, что ремонт Дома культуры, ремонт Примарии произвел, там какие-то проекты. Поэтому, к сожалению, есть и не такое, что да, именно на эти Скажите, цели. пожалуйста, а как проводят досуг люди в тех населенных пунктах, где не работает Дом культуры, или он в аварийном состоянии? Вы знаете, хочу сказать, что даже вот эти дома культуры, что у нас не отапливаются, даже в тех домах культуры в зимний период проводится. Конечно, это вы можете сами представить, что значит в холодном доме культуры это все происходит, но мероприятия проводятся. Много, значит, я говорю, что много мероприятий, я не говорю, что в сельских домах культуры, в городах проводятся. В Чидерлунге у нас вот восходящие звезды Гагаузии, потом, значит, серебряный голос Гагаузии, Гагауз Сиси. Эти региональные мероприятия, международные фестивали мы проводим к национальному празднику Хедерлес. Сейчас, кстати, мы готовимся, я вот ниже скажу. Вот. И вот эти коллективы, некоторые работают в школах, да, в школах, но и вот там, где частично отапливаются, там есть, как бы предусмотрено было, где конвекторы, газовые конвекторы, электроконвекторы в этих классах, и кое-кто занимается вот в этих, делают частично вот это вот, где у нас это самое Хорошо, вот также в нашем сюжете прозвучало, что на 2014 год по плану по ремонту были включены 4 учреждения культуры. Можете вы нам сказать, по какому принципу были выбраны именно эти дома культуры? Там Чедерлунга, Дом творчества, Дом культуры, Дизгинжа и Вулканешты прозвучало. Вы знаете, я могу сказать, допустим, мы вот о Дизгинже вы видели, это конечно, там плачевное состояние. Сегодня даже нельзя сказать, что вообще в этом доме культуры можно находиться. Нуждается? Вы понимаете, кто больше нуждается, да. Вот. В Чедерлунге там у них крыша протекает, и надо сказать, что действительно этот дом культуры очень много мероприятий проводит. Вот в сравнении со всеми остальными домами культуры, у них много шоу-конкурсов, вот, и они зарабатывают себе вот на платных услугах этих. Поэтому как-то мы исходили из того, что, где дома культуры сегодня, конечно, мы не все охватили, потому что, к сожалению, вот только 4 дома культуры пришлось нам, так сказать, отобрать, вот, и мы уже знаем плачевное состояние, мы не говорим уже о Кирсово и Кангащик у нас, и вот, но, увы, финансы сразу отремонтировать все, вы прекрасно понимаете, что нет. Хорошо, я хотела обратиться к Петру Федоровичу, директор Дома культуры села Дизгинжа. Вот у нас было заявлено, что Дизгинжа вошла в этот план на 2014 год по ремонту вашего Дома культуры. Что вы можете сказать? Ремонтируется ваш Дом культуры уже?
Ну, пока никакого ремонта не производится, только слова говорится. Что я хочу сказать насчет Дома культуры села Дизгинжа, она по сравнению с теми селами, которые находятся в Доме культуры, она в самом плохом состоянии. В прошлом году мы ездили по всем населенным пунктам Гагаузии, ну и смотрели, какие дома культуры в этих населенных пунктах. Приятно было заходить в Авдармотан, Кангас, То Копчак. есть те дома культуры, которые отремонтированы не из бюджета, а за счет спонсоров. Ну да, Из республиканского бюджета. и вот если сделать Анализ. анализы этих сел, то наше село это последнее, что есть в аварийном состоянии. То есть трудно сказать сегодня, что Валентина Версовна, что уже там может что-то делать. Да. Но до сих пор не было, вот после Советского Союза там никаких капитальных ремонтов не было произведено. Если, скажем, там побелка, переднюю часть фасада. Потому что все мероприятия, которые есть у нас по плану, несмотря на то, что у нас аварийность, мы все проводим, и все проводится на улице. А в зимний период? Зимний период то же самое на улице, Новый год и все, что в плохом состоянии ДК Дизгинжа. Валентина Федоровна, вот ремонт Дизгинжинского дома культуры предусматривает какие работы? Говорит Петр Федорович, что там уже практически ничего нельзя сделать. Но сегодня мы говорим о том, что именно капитальный ремонт зданий. Вот это и предусматривалось. Поэтому я думаю, что если капитальный ремонт, потому что у нас такое же положение было по Кангасскому дому культуры. Вы прекрасно знаете сегодня, в каком состоянии этот дом культуры. Вот там уже на крыше деревья росли. Вот, однако сумели, да, вложено было там 2-3 миллиона, но в каком состоянии сейчас. Так что будем надеяться, что коль эти дома культуры включены, значит, будем надеяться, что будет. Петр Федорович, вы я вижу, принесли документы, обращались в разные инстанции. Куда обращались и какие ответы получили? Да, примаром нашего села Банко Степановичу было отправлено письмо премьер-министру господину Филату, министру культуры Республики Молдова господину Фокше, председателю Народного собрания господину Константинову, Башкану Гагаузии, Формузалу, начальнику управления культуры Гагаузии Иванчуку и депутату Народного собрания нашего села. И был получен ответ от Бориса Фокша. Если можно, я зачитаю. Если можно, коротко, потому что у нас еще есть. Значит, то, что связано с ремонтом домов культуры, может быть решено совместным усилием органов местного самоуправления. То, что... Первого и второго уровня. Да, первого и второго уровня. То есть, если это должны решать местное управление. Но сегодня в Приморье, насколько я понимаю, таких средств нету. В Приморье нет таких средств. В Приморье даже трудно найти денег, если даже выезжать куда-нибудь, какие-то фестивали, конкурсы. Даже на это денег нет. А что это уже по ремонту Дома культуры. Если там нужны уже большие вклады. Хорошо. Вот у нас в сюжете прозвучало, что в таком же практически состоянии находится и Дом культуры села Кирсово, хотя этот Дом культуры не включен в план и неизвестно, когда и как будет там произведен ремонт. Сергей Дмитриевич, я хочу сказать, что отмечалось уже не раз, что Кирсово – это уникальное село. Оно взрастило таких деятелей, как Ионбас, Николай Сулак. Наш танцевальный коллектив «Лалез» занимает сегодня медали на международных фестивалях. У нас такое богатое культурное наследие. И как получилось, что более 10 лет Дом культуры не функционирует, а село насчитывает более 7 тысяч человек. Было сказано у нас, что по принципу численность населения, работа Дома культуры, Дом культуры, здание. Действительно, Ольга, очень обидно, что такое многонациональное село с таким богатым культурным прошлым сегодня просто забыто. Я уже являюсь примаром 7 лет. С начала своей деятельности неоднократно мы обращались во все инстанции, в региональные власти для того, чтобы были выделены определенные какие-то средства. К сожалению, ни на
ни на одно обращение наших жителей, ни на наши письма от региональных властей не было даже ответа. Очень жалко, что культура гагаузов, болгар, которые живут в селе Кирсово, сегодня забыта нашими чиновниками, которые, мне кажется, должны обратить внимание именно на села. Тем более, что село, как вы отметили, богато очень своими творческими людьми. Очень много у нас своих самородков. Да, я считаю, что и во всей Гагаузии воспитывается очень много талантливых людей. Гагаузия очень богата талантливыми людьми, но, к сожалению, за время правления этих 7 лет ни один дом культуры, к сожалению, не был реставрирован именно источниками из регионального бюджета. Мне кажется, что в первую очередь это вина как властей, так и исполнительного комитета. Те управления, которые у нас есть в исполнительном комитете, должны конкретно заниматься вплотную строительством и реконструкцией домов культуры. У нас есть управление экономики. Это управление должно разрабатывать стратегию. У нас есть управление промышленности. Это управление должна разрабатывать проектно-сметные документации и уже совместно с местными властями. Да, управление культурой у нас сегодня работает. Чего греха таить. Но не обладает финансами. Но не обладает финансами, совершенно верно. Сколько мероприятий проводится в Гагаузии благодаря управлению культурой. Это и все различные конкурсы, фестивали, концерты, праздники. То есть, мне кажется, ни один район молдавский сегодня столько не... Хорошо, Сергей Дмитриевич, вот директор Дома культуры села Дизгинжа получил ответ, что этот вопрос должен рассматриваться на первом и втором уровне. Сегодня наша кирсовская примария что может сделать для того, чтобы хоть как-то какой-то ремонт провести в Доме культуры? Вы знаете, уже, как говорится, терпения нет. Когда 2000 жителей села собирают подписи и относят к Башкану, и даже нету ответа, мы уже решили все работы делать сами. Да, мы будем обращаться. У нас, кстати, уже первые положительные шаги есть. То есть мы обратились к нашим гагаузским парламентариям за помощью. И первый шаг сделан благодаря депутату парламента Республики Молдовы Александру Дмитриевичу Стайноглу. И его инициативы было выделено 450 тысяч, и мы смогли перекрыть кровлю Дома культуры. Но у нас обвалился потолок. А вы знаете, для того, чтобы реставрировать потолок площадью 700 квадратных метров, на это нужно большие средства. Тем не менее, мы еще раз обратились к различным организациям и, естественно, из местного бюджета мы выделим средства и сколько возможно. Да, сколько возможно, и мы будем работать. Спасибо, Сергей Дмитриевич. Наталья, вот вы видите, какое положение у нас в Гагаузии с аварийными домами культуры. Передаем вам слово. Что вы можете сказать по этому поводу? Госпожа Шаршун, вот мы ознакомились с положением в Гагаузии. Почему такое положение и что нужно сделать для того, чтобы изменить его?
Ну, во-первых, местная власть, примари и консилиу локал, да, совет, местный совет, знают прекрасно, что долгие годы они изменяли бюджетный план по культуре, и эти деньги отдавали на образование, медицину, дороги, все, что хотите. Они так это объясняли, я это могу сказать, потому что я работала много лет начальником управления культуры. И всегда я боролась с примарями и вела тратативику, Дебаты? Да, и дебаты, но вела эти дискуссии с районным консилиумом, то есть и в первую очередь с председателем и именно директором, начальником управления финансов, чтобы не разрешали, чтобы запретили изменение бюджетного плана. Это было в течение многих лет. Радовались все примари, когда делали хороший план для культуры. И еще спрашивали иногда, что а можно будет изменить план? Да, можно. Закон о финансах это разрешал. Поэтому в течение многих лет, начиная с 1994 года, когда эти дома культуры были приведены в инсубордине, местным властям, с тех пор делались не совсем плохие планы бюджетные, но даже эти деньги забирались у культуры. Если бы каждый год в этих домах культуры проводили не на миллионы ремонты, а проводили бы эти по чуть-чуть, не довели бы до такого состояния. Сейчас, в прошлом, до прошлого года бюджет составлялся на культуру на каждого человека, то есть сумма, исходя из норматив составлялся на каждого жителя. Поэтому, если численность населения была неплохая, то есть 3000, 4000, получался хороший бюджет для культуры. И так как я говорила, этот бюджет забирался план и направлялся в другую сторону. Начиная с прошлого года нормативов, то есть есть нормативы, но pentru angajat, на работника культуры. Что получилось? Получилось сейчас, что у нас очень маленький бюджет для домов культуры. Почему? Потому что лет 5-6 назад была оптимизация, допустим, всех отраслей, всех домений деактивитати. Но, во-первых, местная власть оптимизировала именно культуру. То есть во многих районах были сокращены кадры. Теперь, когда остались 1-2 человека в одном здании, которое имеет больше 2000 квадратных метров. Соответственно, бюджет выделен минимальный. Да, а там работают 2 человека, и в лучшем случае 2 специалиста, и в лучшем случае еще есть и охрана, и есть технические работники. Если там, допустим, 3 или 4 человека, вот нормативы где-то 35 тысяч с чем-то, до 36 тысяч на единицу. И получается, что не имеет значения, какого размера это здание, то есть и бюджет составляется исходя из количества. Бюджет идет на зарплату только. Точно. И сейчас я даже и не знаю, как они будут ремонтировать такие огромные дома культуры. Скажите, вот примерно какое время и какие финансы нужны для реконструкции одного здания Дома культуры? Если мы говорим о Гагаузии, там во всех населенных пунктах большие дома культуры и очень красивые. В свое время они были очень красивые. На такие большие дома культуры из того опыта, из практики минимум 5 миллионов нужно. Но если примарии, вот как, допустим, конечно, говорили, таких денег быть не может именно на культуру. Тем более, начиная с 2015 года, публичная администрация будет администрировать финансы
без нормативов, даже этих нормативов на одного работника не будет. То есть из общей суммы бюджетной на эту местность они будут сами решать, что куда отдавать. Да. Поэтому я сомневаюсь, что они смогут такие большие деньги направлять на культуру. И исходя из этого мы предлагаем расширить обязанности этих домов культуры, которые находятся в больших зданиях, Расширить сферу сферу деятельности и услуг, конечно. Потому что именно как дома культуры, Садипашит, уже это пройденные, это в прошлом. Не может маленькое село иметь такой огромный дворец, потому что это дворцы культуры, они очень красивые, они были красивые, да, и они очень большие, требуют больших денег, и для маленького числа населения это просто это лукс, штиц. Шикарно. Мне кажется, Да, вообще да. вот то, что местная администрация из того разговора, который состоялось, больше ориентирована на то, чтобы получить эти деньги от местной администрации, от местных советов. Это, конечно, правильно, этого надо делать, надо бороться за то, чтобы получить поддержку, но это недостаточно, потому что надо сейчас ориентироваться на поиск внешних источников, потому что только в таком случае можно остановить разрушение этих зданий. А как сделать так, чтобы привлечь экономических агентов, заинтересовать их в поддержке Дома культуры? Ну, в Республике Молдова принят закон о частно-государственном партнерстве, который предусматривает именно формы сотрудничества между предприятиями и администрацией, то есть и общественными организациями. И я думаю, что применяя вот этот закон, можно найти там формы сотрудничества именно с коммерческими организациями. Но есть еще сегодня для Молдовы открываются очень большие возможности в связи с подписанием договора об ассоциации с Европейским Союзом, потому что открывается путь к европейским фондам. И здесь уже будут иметь деньги те, которые наилучше всего подготовлены в том, чтобы получать эти гранты. А гранты выдаются они на основе проектов. Проекты надо знать, надо уметь писать. И вот хорошо бы, чтобы местная власть сегодня же начала думать о том, чтобы готовить специалистов в этой области. Потому что есть фонды, которые предусмотрены именно причем европейские фонды, в большинстве своем они направлены именно на поддержку регионов. И регионы должны быть подготовлены к тому, чтобы получать эти фонды. Ну вот Румыния, да, в первые годы, когда она стала членом Евросоюза, они смогли освоить всего лишь только 40% тех фондов, которые им предоставлялось. Я вот пока что не готов сказать, сколько мы сможем освоить, но у меня такая боязнь, что мы не сможем освоить даже 40% вот от тех фондов, которые есть. Потому что нужны специалисты, нужны люди, которые умеют писать. И главное, надо знать, где эти деньги лежат. А скажите, насколько современная молодежь интересуется культурой, насколько важна для них будет реконструкция домов культуры? Если говорить именно, так я понял, что вы имеете в виду в сельских населенных пунктах, да, ну, наверное, дома культуры, они остаются единственными учреждениями, где проводятся какие-то увеселительные, там, развлекательные. И молодежь, конечно, заинтересована в том, чтобы эти учреждения работали. Но этого мало, потому что я думаю, что мы совсем в последнее время что-то начали бояться такого термина, как воспитание. А дома культуры могли бы взять на себя и функцию воспитания именно, потому что воспитание не через предоставление информации, то, что делается в школе, а воспитание на основе того, что человек не развлечение, но на основе того, что человек чувствует внутри, что ему нужно, что ему по душе. И вот он, если у него есть какой-то интерес, хорошо бы, чтобы он смог найти реализацию своего интереса в этом учреждении, в Доме культуры. И я скажу вам, что уже, если именно вопрос по молодежи, вот я знаю, что в некоторых домах культуры есть курсы для
ну, для красоты, да, где девушки записываются, приходят специалисты, которые учат их и как ухаживать за собой, и как одеваться, и как нанести мейкап. То есть девушки нашли вот этот свой клуб, они туда приходят, им это интересно, они даже платят за эти курсы. Вот если бы в каждом селе, я опять возвращаюсь к той идее, ищите интересы людей, появится интерес людей, появятся деньги, будет все хорошо. Спасибо. Ольга, уверена, что вашим гостям будет интересно продолжить с нами беседу. Слушали, и проскользнула идея об оптимизации или реорганизации, как правильно назвать в том числе системы в области культуры. Валентина Федоровна, сегодня у нас в Гагаузии насколько имеет почву под собой идея оптимизации домов культуры или перевода на автономное финансирование самостоятельное? Вы знаете, надо сказать, что за эти годы, к счастью, у нас все дома культуры сохранились. Вот у нас 27 домов культуры, и все они на сегодняшний день функционируют. Вот. Понятно, что у одних условия лучше, у других хуже условия. Вот. И, наверное, так сказать, заслуга нашего руководства, что были сохранены все дома культуры. По сравнению с тем, что в Молдове, насколько я знаю, что там действительно организация была многих домов культуры. Вот. И у нас вообще, сегодня встает такой вопрос. Хочу сказать, что не все дома культуры, но многие дома культуры согласны перейти на автономное финансирование, чтобы деньги, которые выделяются для домов культуры, шли прямо по назначению не через примарии, а в дома культуры. Почему? Потому что я не хочу сказать о всех примариях, не хочу сказать о всех примарах, но я уже говорила вот выше, там, где запланированные, даже запланированный тот мизер на ремонт и на другие статьи, они идут не по назначению. Вот. То же самое по платным услугам. Значит, у нас, ну, может быть, небольшая сумма, но у нас, значит, за прошлый год 260 тысяч лей по платным услугам домов культуры. Это, значит, дискотеки платные, концерты, шоу-конкурсы, а также аренда помещений. И хочу сказать, даже вот с арендой помещений, и мы знаем, что эти деньги должны идти сугубо на развитие культуры. Вот. А у нас получается что? Что у нас примары решают, советы решают эти деньги направить куда там нужно, считая, что для культуры не надо. Вот поэтому тут и встает вопрос, чтобы ни примарии, ни примары даже вот этим спецсчетом распоряжались, а конкретно дом культуры, который зарабатывает. Вот. Валентина Федоровна, вот вы говорите о платных услугах. Сегодня сколько домов культуры, или может несколько конкретных примеров вы можете привести в Гагаузии, оказывают эти платные услуги? Конкурсы оплачиваются. Наверное, городские только вот, дома. Вы знаете, у нас вот это большое село Кангас. Я вам должна сказать, что за прошлый год, ну, может, маленькая цифра, 110 тысяч от платных услуг. Это в основном от дискотек было выручено этим домом культуры. Очень много мероприятий, вот я уже говорила, Дом культуры города Чидалунга. Они проводят очень много мероприятий платных, шоу-конкурсов, вот, даже национальных праздников. Вот, тоже. Потом, значит, село Светлое, казалось бы, ну, тоже село не такое большое. Правда, они за счет студентов. Там колледж сельскохозяйственный. И тоже хочу сказать, что тоже немалую сумму они вот выручают от платных услуг. Хорошо, сельский дом культуры. Вот, Петр Федорович, ваш дом культуры, если вдруг перейдет на автономное финансирование, выживет в таких условиях? Нет, ну сейчас принимать автономную нам нет смысла, потому что негде работать. Те села, которые имеют сегодня хорошее состояние, они могут взять такую ответственность на себя, на самофинансирование. Но мы пока не сможем. Ну, понятно, пока дома культуры нет, то и переводить нечего. Да, да. Но не приведет ли это к самоуничтожению дома культуры, если нету дискотеки, если нету конкурсов платных, как в городах, к примеру? Не знаю, я вот что хотел сказать. Вся проблема вот этих домов культуры, то, что вот в таком состоянии сейчас. Я думаю, что неправильно было то, что отдали примарии. Примарии. Да, нужно было оставить
в отделе культуры, чтобы была централизованная, чтобы знали, куда деньги. Вот, управление культуры знает, вот в это село нужно то, в этом село то нужно. Ну, подход, наверное, индивидуальный. Вот директор Камрадского дома культуры считает, что им комфортнее на бюджете Камрадской примарии. Ну, не всем, я скажу, что может. Видимо, тоже зависит от самой примарии. Я говорю, вся беда в том, что передали дома культуры на примарии. Потому что, как Валентина Ференцовна, не все деньги идут на свое. Сергей Дмитриевич, вам накладно иметь такое подведомственное учреждение, как Дом культуры, как примару? У меня немножко другое мнение, чем у моего коллеги, потому что в нашем случае примария с работниками Дома культуры мы проводим все мероприятия совместно. Дом культуры и работники – это наше дочернее, будем говорить, предприятие. Все мероприятия, все конкурсы, все возможные фестивали, которые мы, к сожалению, проводим, может быть, и на улице, но мы проводим с работниками Дома культуры, и мы делаем все возможное для того, чтобы все финансы, которые запланированы на Дом культуры, они шли целенаправленно. Если же Дом культуры перейдет на собственный баланс, я не уверен, что... Дело в том, что примария отвечает за досуг сельчан всех. И это в наших интересах, чтобы проводить все праздники. 9 мая, День защиты детей, Храм села, ну, все возможные праздники. Если же они перейдут на собственный баланс, мне кажется, они просто не будут в этом заинтересованы, будут получать денежку. Это мое мнение. Да, я знаю, что вы живо интересуетесь проблемами культуры. Вот прозвучало, что сегодняшние современные дома культуры должны работать по-новому. В чем вы видите вот эти новшества и как вы считаете, готовы ли наши дома культуры? Да, я совершенно согласен, что наши работники домов культуры должны перестроиться. То, что было в советское время, да, оно было... Но опыт неплохой. Да, добрым, хорошим, опыт есть, но нужно перестраиваться. Да, нужно пересматривать менеджмент, да, нужно идти уже по новому пути для того, чтобы и самим где-то участвовать, где-то и зарабатывать денежку. Вот как у некоторых наших коллег есть в соседних селах хороший опыт по привлечению средств. Это и дискотеки, это и концерты. Мы пока этой возможности не имеем, но думаю, что в нашем случае работники должны немножко перестроиться. И вы к этому готовы? Да, конечно, и мы даже готовы совместно с ними работать и им помочь. Хорошо, сейчас у вас есть возможность задать вопросы гостям в центральной студии, если какие-то возникнут. Да, у меня вопрос к представителю Министерства культуры. Все-таки у меня такой вопрос, почему все дома культуры не взяты на учет? Ведь вы даже, наверное, не знаете, что есть такое село Кирсово, что есть такой дом культуры, который в аварийном состоянии, что два уроженца села Кирсово, народных артиста, Ион Бас и Николай Сулак, они и есть села Кирсово. И неужели почему вы не проводите какой-то, смотр каждый год, и пробивали какие-то определенные средства на ремонт все-таки? Ну ладно, вы обвиняете нас, что мы там где-то прикарманиваем, да боже упаси. Мы наоборот из своих собственных доходов делаем все возможное для того, чтобы культура у нас существовала. Ведь управление Министерства культуры должна следить и за материальным состоянием домов культуры. Ведь наши работники тоже являются составляющей частью
культуры в Республике Молдова, а просто отдавать нас, как говорится, ну вы имеете там Свободное свой плавание. бюджет, да и варитесь там в своей Гагаузии. Спасибо, спасибо, Сергей Дмитриевич. У кого еще, Валентина Федоровна, у вас есть вопрос? Нет. Нет. Петр Почему? Федорович. Потому что они знают, мы каждый год, я сдаю в министерство отчет, и в принципе министерство знает, какие дома культуры. Мы указываем, что у нас столько домов культуры, какие конкретно в аварийном состоянии. Хорошо, мы сейчас адресуем вопрос. Да. Наталья, во все времена Дом культуры на селе вел культурно-массовую работу, удовлетворял запросы различных категорий населения, выявлял способных людей, делает жизнь всех духовно богатой, разнообразной. Сегодня Дом культуры – это одно из главных условий возрождения сохранения народных традиций, что сегодня архиважно для автономии. Остается выразить надежду, что сегодняшний диалог приведет к конструктивным результатам. А я вам напоминаю, что у нас сегодня в гостях в студии АТВ были Валентина Федоровна Пиогла, главный специалист Главного управления культуры и туризма АТО Гагаузия, Сергей Дмитриевич Сапунжи, примар села Кирсово, и Петр Федорович Дрангос, директор Дома культуры села Дизгенжа. С вами была Ольга Третьяк. Всего доброго, до новых встреч. К вам был обращен вопрос, что вы можете ответить на него? Я с большой симпатией слушала, что говорил господин примарий. Если все примари в республике так включались бы в культурную жизнь, я думаю, что у нас не было этого состояния этих домов культуры плачевного в некоторых местах. Но господин примарий, со всем уважением, я не говорила, что примари прикарманивали, а изменяли план бюджетный. Это совсем другие вещи. Министерство культуры, как говорила и Донна Валентина, знает, потому что каждый год все районы и также Гагаузия предоставляет этот отчет, и мы знаем, какие дома культуры аварийные. Я говорила, по всей республике 61 дом культуры в аварийном состоянии, и дома культуры из местных населений, о которых вы говорили, включены в этот список. И, конечно, легко, допустим, обвинять друг друга, но в бюджете Министерства культуры никак не входят деньги для ремонта домов культуры. Это закон конформные леджи финансовой публики, и вы прекрасно это знаете. Мы попробуем вместе с вами, и администрация, центральная администрация, администрация местной власти, мы должны встречаться, искать эти пути решения этих вопросов. Мы сегодня говорили о партнерстве публик-приват, во-первых, тут очень важен человеческий фактор. Если наши специалисты будут повышать свою квалификацию, об этом говорил господин Рябчинский, они должны выдвигать проекты, потому что Союз Европы будет действительно, и сейчас есть возможности, надо искать проекты финансирования. Господин Рябчинский. Ну, я бы в конце пожелал всем работникам домов культуры изменить свой образ или свое отношение к своей работе, уйти от штампов. Вам нужен другой подход для того, чтобы иметь возможность решить вопросы домов культуры. Спасибо. Спасибо студии АТВ за участие в нашей сегодняшней передаче. Спасибо вам, уважаемые гости. У нас в гостях сегодня были Клавдия Шаршун, главный консультант Министерства культуры, и Вячеслав Рябчинский, руководитель Центра политики в области культуры. Культработники регионов не обходили и не обходят своим вниманием ни одно значимое событие, ни одну значимую дату. Дарили и продолжают дарить жителям свое творчество, свой талант, несмотря на неблагоприятные условия, в которых сегодня находятся дома культуры, дома духовно-нравственного воспитания. Надеюсь, что в скором будущем дома культуры нашей республики смогут войти в новый сезон работы секций, кружков и концертов. Главное, чтобы душа к работе стремилась. С вами была Наталья Нейковчина. До скорых встреч!